Всего во второй этап прошли несколько проектов из разных подсекторов IT-отрасли. Сегодня мы представляем проект «Ранго». Это беговой фитнес-трекер, можно сказать, с элементами геймификации. Это медицинские сервисы, мобильные приложения, финансовые технологии и другие. Всего на право стать участником программы B8 в полуфинале борются 12 проектов. Каждый из них сегодня их презентовал на суд жюри. Молодые стартаперы отмечают, что такого рода мероприятия дают им толчок к развитию. B8 нам даст ощутимый толчок в продвижении нашего проекта. Поскольку мы собираемся, проект довольно-таки затратный, в технологическом плане, в плане человеческого капитала. И надеемся, что благодаря этому проекту мы выйдем на мировой уровень. Имена вошедших в финал акселерационной программы B8 будут известны 6 марта. И уже с этого месяца она заработает в полную силу. Как сообщил министр профильного ведомства, с финалистами программы будет проделана большая работа. В течение 3 месяцев с отобранными проектами будут работать опытные менторы мирового уровня, российского. Будет также проинвестировано 2 миллиона рублей на предпосевной стадии за долю 7%. И, соответственно, будут выпускаться проекты. Уже в июне месяце первый выпуск будет. Завтра состоится открытие Open Innovation Startup Tour 2019, в рамках которого пройдет панельная дискуссия на тему «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием главы Якутии Айсена Николаева, где обсудят возможности развития инфокоммуникационных технологий в республике. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.